Приветствую, друзья! Сегодняшнее свое видео я решил посвятить полетам над православным детским лагерем. Это у нас лето 18-го года. Сам лагерь находился недалеко от районного центра Тюрьева, где-то 6 километров на юго-восток. Задача полета была простая: полетать над лагерем, тем самым ознакомив ребят с таким летным средством, как паромотор. Также для усиления впечатления мне была выдана дымовая шашка. На самом деле дымовую шашку я увидел первый раз в жизни и не знал, как ей пользоваться. Вот пришлось учиться в полете. Выяснилось, что кроме кольца основного, которое открывает крышку, есть еще внутреннее кольцо, которое, видимо, поджигает шашку. Сейчас видно, как она там внизу будет. На самом деле, в связи с полетом с этой шашкой у меня были опасения, что шашку вместе с веревочкой намотает на винт и, не дай бог, загорится двигатель. Хотя, по-моему, открытого огня из шашки не выходит. Но также памятен тот случай, не помню, где его слышал, но как паромоторист поднялся в воздух в коммерческих целях и развивал за собой баннер. И вот этот баннер рекламный намотался ему на винт, и парапланерист закончил свой полет печально. Хотя здесь возникает несколько вопросов. Если заглохнет двигатель, то в принципе можно спокойно спланировать на удобную площадку. Ну, скажем, вот здесь можно спланировать на полянку, там приземлиться. На деревьях, конечно же, зависать нет никакого смысла. Вот. Но если, конечно же, находишься над лесом, то здесь уже нужно еще хорошенько подумать, где приземлиться. А здесь насчет этого все нормально. Еще такая неприятность случилась в полете. У меня перестали убавляться обороты двигателя. То есть я не мог спускать двигатель на холостые. Ну, тем самым не мог резко снижаться. Было желание сделать какие-нибудь показательные выкрутасы на паромоторе, но здесь я уже потерял уверенность. Ну, для тех, кто водит машины, станет понятно, если у них вдруг в машине что-то застучало или что-то работает не так, и они чувствуют, что машина движется неправильно, то они теряют уверенность и, естественно, снижают скорость, и если нет возможности, конечно, остановиться и проверить, и едут медленно. Вот примерно так я себя чувствовал, что надо летать осторожнее. Конечно же, можно было приземлиться и исправить неполадку, но этого делать я не стал, поскольку со стартом у меня проблемы и не всегда удается удачно взлететь. Но в этот раз получилось с первого раза. К тому же я взлетал со скрытного места, с каких-то кустов прямо во враг. Ну, все получилось. Немного хочу рассказать о самом лагере. Дети здесь, ребята из Дракина, также из Торбеева. Все это организуется при православном просветительском центре Покровского монастыря, что находится в Дракино, под руководством отца Амфилохия. Проводится за лето 2 смены, каждые по 2 недели. Очень насыщенная программа, множество мастер-классов. Вот мы сейчас подлетаем к 2 холмикам со столбами. Здесь натянута веревка, и ребята здесь проходят мастер-класс по преодолению такое препятствие, как обрыв, по веревкам. Конечно же, с специалистами. Также есть специалисты, которые
окунает ребята в старую деревенскую жизнь. То есть, как раньше обрабатывали хлеб, как его делали. То есть, входят в поле ребята, учатся вязать снопы, затем учатся отбивать такими русскими унчаками хлеб, то есть зерно от стеблей, затем перемалывают в жерновах, делают муку, затем там же печется хлеб, то есть почти полный круг такого земледелия и печки хлеба. Ну, конечно же, без посадки самого хлеба. Сейчас я направляюсь на место, где было большое село, где-то 1000 человек. На старых картах его можно увидеть как базарные дубровки. Здесь были базары, потому что проходила здесь трасса. Потом трассу или тракт перенесли, и село стало ветшать. И вот сейчас остались только каменные строения. Вот это двухэтажное здание. И рядом церковь, в которую я сейчас полечу. Также на территории, вот в том самом овражке, находится святой источник, где можно и облиться, и даже погрузиться в студеную родниковую воду. С вами знаем, что православные люди любят купаться на крещение, а летом у нас есть с вами ледяные такие источники. Вот ребята каждый вечер ходят туда закаляться. Также каждый вечер там проводится такой пионерский костер. Вокруг огня собираются ребята, обсуждают прошедший день, всякие конкурсы, представления, также поют песни. Я тоже сподобился спеть песню из своего детского прошлого пионерского. Вот мы с вами видим пруд, немножко сейчас спущен, на самом деле воды было намного больше. Ну и поскольку лагерь православный, то естественно читаются здесь молитвы. Утром читаются утренние молитвы, вечером вечерние правила. Молитвы читаются перед едой. Здесь есть свой график, расписание. Проводятся построения, торжественные линейки. Даже здесь в обиходе свои нарисованные денежки. Не помню, за что их дают, за какие добрые дела. Но заработав их, можно здесь купить какие-то сладости, пирожки. Все очень грамотно, по-умному организовано. Думаю, что потрачено здесь немало сил. Найдены нужные люди, которые помогают в этом. Я и сам в свое время пытался организовать иконописный кружок в районе. Ничего у меня не вышло. Дети от меня сбежали, особенно мальчишки. После первого урока уже не приходили. А здесь у нас в основном ребята в этом лагере. Поэтому стоит отдать должное организаторам и тем, кто трудился в этом лагере. Ну, я уже вот, видите, приземляюсь, поэтому прощаюсь с вами и до новых встреч.